Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваше внимание, за ваши хорошие добрые комментарии, за ваши лайки, за ваши донаты. Земной вам поклон. Тема сегодняшней цыпочки звучит так. Какими будут главные события вашего будущего? Если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте на себя, назовите свое имя, свою дату рождения, так и спросите, какими будут главные события моего будущего. Надеюсь, вы все настроились. Я выбираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Так, пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют то, что сейчас скрыто, то, чего мы так сильно желаем услышать, узнать. Замечательно. Смотрите, как красиво. Здесь мужчина держит женщину на руках, причем не в классической форме, а, знаете, как бы руки подставил, да, и ее вверх подталкивает. Мои хорошие, в жизни появится мужчина, либо уже есть мужчина, который поможет вам выбраться наверх. В плане того, получить желаемое, осуществить мечту, сделать какой-то карьерный скачок, рывок, бизнес открыть, дело какое-то освоить. Опирайтесь на своего мужчину, который либо уже у вас есть, либо в ближайшем будущем обязательно появится. Будет человек любить, уважать, ценить, себя не будет жалеть, но вам поможет. Да, вот прям протолкнет вас вверх. Замечательное событие. Дальше у вас идет месяц. Месяц молодой, месяц растущий, месяц, который обещает вам буквально, да, вот если дословно посмотреть, либо это со следующего месяца, либо в целом, да, говорится, что для вас новолуние, вот цикл Луны, знаем, да, что есть у нас новолуние, полнолуние и убывающая Луна. Вот именно новолуние — это время вашей силы. Время, когда ваши мечты, ваши идеи могут реализоваться, причем очень успешно. Здесь заодно и подсказочка заложена. То есть все свои дела, все свои начинания всегда планируйте на новый месяц. Да, скажете вы, не всегда можно спланировать и не всегда получается, а вы старайтесь. Потому что именно в новолуние вам высшие силы будут давать особую энергию. Энергию добра и энергию развития. Вот смотрите, кому-то прям 100% отыграется следующее новолуние, новый месяц, да, у нас 1 апреля. Сегодня 31 число. Значит, больше нужно будет загадывать желания. Желания, которые будут касаться вашего будущего. В материальной сфере, в любовной сфере, в сфере своей реализации. Не пропустите этот день. Потому что для кого-то из вас, надеюсь, что для 99,9%, именно апрель станет той точкой, стартовой точкой в новую счастливую жизнь. Я еще отдельно буду делать видео ближе к этому дню. Вот, так что, мои хорошие, помните, запишите себе где-нибудь на бумажечку, отметьте, да, вот этот день, не пропустите. Вот, но в целом, да, еще подсказочки по этому поводу дам. Вот не зря, кстати, он вышел здесь. Видно, нужно именно сейчас вам об этом сказать, чтобы вы, может быть, подготовились, да, либо где-то себе отметочку поставили. Дальше, мои хорошие, по главным событиям. Здесь у меня, смотрите, какая репка вышла, да, репка, которая растет. Во-первых, корешки пускает, во-вторых, у нее вот в этой ботве, правильно, ботва называется, то, что вверху растения, корнеплода. Здесь у меня 2 человечка, которые друг друга нашли. Здесь у меня идет очень интересная встреча. Встреча людей по судьбе. У женщины очень тяжелое прошлое. Женщина просто была разбита, погибла, воскресла, кое-как живет.
То есть, вы простите, но именно такая информация по женщине есть. У женщины огромный хвост обид, каких-то вот прям, отвратительных событий, назовем это так. Кто это пережил, тот понимает, о чем я говорю. Я не хочу на этом внимание заострять. Я вот смотрю, даже не могу сфокусироваться на этом рисунке. Вот такой негатив и боль идет от этого рисунка. Женщина тяжелой судьбы, вот так назовем. А мужчина легкий. Мужчина какой-то удачливый, такой, знаете, вот своего не упустит, и удача ему улыбается, и возможности у него хорошие, да, по жизни идут. Знаете, как накидывает ему судьба. Значит, здесь будет встреча. Сразу хочу сказать, это будет неравный союз, неравные отношения. Во-первых, они энергетически очень будут не сбалансированы, потому что женщина с тяжелыми такими эмоциями, а мужчина, наоборот, невероятно легкий. Второй момент. Разница в возрасте может быть, причем колоссальная, и даже может быть разница, начиная там от нескольких лет, заканчивая там 15 и 20 даже может быть лет разницы. Причем разница и как в плюс, так и в минус. И даже вот в эстетическом соотношении тоже люди абсолютно разные. То есть кто-то выше, кто-то ниже. То есть пара какая-то непропорциональная, причем по всем сферам. Но в этом есть огромный плюс. Абсолютно разные люди объединятся для того, чтобы вот эту репку вырастить. Опять же таки, это может быть как и семья, создание отношений, семья, брак, развитие, так и бизнес-партнерство, когда люди объединятся для того, чтобы что-то созидать, создавать, развивать, и, как следствие, зарабатывать. Вот объединение, вот нестандартная пара, да, неформатная пара. Здесь отношения, знаете, какими будут? Сначала вы сойдетесь по какому-то делу, а потом вы и судьбы жизни объедините. Не бойтесь разницы в возрасте, ни в плюс, ни в минус. Это самое глупое, что можно делать, бояться разницы в возрасте. Не бойтесь того, что вы по-разному видите в мир. Это плюс, это изюм, это то, что вас... Вот представьте, да, у вас взгляд направлен в одну точку. Вы смотрите вперед, но у вас-то на затылке глаз нет. А здесь вот именно такой симбиоз, когда один смотрит вперед, а другой назад. То есть вы можете охватить большую сферу, да? Вот кругозор расширяется. Гениальная просто идея высших сил на то, чтобы объединить таких разных людей. Смотрите, мужчина будет вас вдохновлять, а вы этого мужчину, где нужно, будете приземлять. У вас более практичный взгляд и на жизнь, и на ситуацию, а у него более такой, знаете, махровый оптимист. Но вам нужна его положительная энергия, ровно так, как и ему нужен ваш жизненный опыт. Замечательный симбиоз. Дальше, мои хорошие, кто родить у меня не может? У кого там плохие диагнозы, либо какие-то вот прям есть блоки на это дело, может быть метково, может быть возраст, может быть диагноз, да, все что угодно может быть. Вы родите от того, кого будете любить. Здесь речь идет, скорее всего, о чуде, понимаете, как чудо произойдет. Вот сейчас как будто бы у вас нет мотивации на то, чтобы там, например, лечиться, либо искать себе там партнера, да, донора, назовем так, кому как, да. Я вижу, что у вас идет невероятно романтический период. Я не могу сказать, как вы будете с этим мужчиной, не будете с этим мужчиной, но от больших чувств, от переизбытка, либо это будет какая-то невероятная романтическая лавстори, либо это будет просто безумная страсть. Я не вижу продолжительных отношений. Может быть, потому что это не тема. Мы же спрашиваем на главные события, да, вот показывают именно этот кусочек. Ребенок родится от каких-то невероятных чувств. Будь то страсть, будь то любовь, влюбленность. Вам родить. Причем, знаете, как забеременеете, еще не поймете, что беременная. Вам доктор скажет, вы беременна, вы скажете, хо-хо-ха, как это может быть? Не верю. Нет, просто много кушаю, да, живот у меня вздулся. Здесь просто будет, вау-эффект. Ваши все родственники, там, знакомые, кто вас знает, они будут просто в шоке. Они, как и вы, да, сложно будет поверить, что это произошло. Так что, мои хорошие, тут все впереди. И, кстати, ребеночек очень славный будет, очень талантливый. Музыка, рисование, что-то вот, знаете,
артистизм, да, возможно, актер будет хороший, там, танцор, да, что-то вот с артистизмом будет. И, кстати, очень красивый ребеночек будет. Так что, мои хорошие, тут все впереди. Дальше идем. Идем по работе. Но я уже сказала, да, тут мужчина будет помогать. Но я еще другую вещь вижу, что кому-то предстоит тяжелый труд, труд обучения. Либо человек начнет учиться, постигать что-то новое, развивать себя, раскручивать, да, этот маховик знаний. А кто-то должен будет по воле судьбы набраться опыта. Возможно, вам придется работать в разных направлениях, в разных сферах. Может быть, даже работа будет какой-то, ну, не совсем по вашему уровню, по вашему статусу. То есть в определенный период вам придется много разных работ выполнять, либо пробовать себя в разных ролях. Для чего это нужно? Это нужно для вашего будущего. Потому что в будущем я вижу человека, который управляет. Вот человек стоит, у него в одной руке получается как пирожок, да, в другой лошадка. То есть человек управляет. Он может и наградить, и он может заставить работать. Почему он это делает? Да потому что он все это испытал. Он не отдает глупых там распоряжений и приказов. Он знает каждую работу. Он понимает, как человека смотивировать и как человеку предложить. Вы знаете, здесь отыграется либо какая-то высокая руководящая должность, либо вы будете организатором какой-то работы. То есть люди будут слышать, слушать и вам подчиняться. То есть вы будете раздавать приказы. Ну, может быть, даже какую-то группу соберете людей вокруг себя, объедините людей. Это замечательно. То есть роль высокого человека вам идет. Дальше, мои хорошие, главные события. Ну, тут обретение дома. Обретение дома, дома мечты. Я не знаю, кому подойдет это предсказание, но оно выходит, и я должна об этом сказать. Здесь речь о человеке, который потерял все. То есть у человека была жизнь размеренная, спокойная, там дом, семья, работа, имущество. Человек все потерял. Не по своей воле, а по воле случая. Человек все потерял. Либо пришлось от всего отказаться, либо ну так сложилось, да? Так сложилось, что все это осталось в прошлом. Человек по крупицам соберет себе все заново. И то, что будет собрано, будет гораздо лучше, чем было. В это невозможно поверить, но именно так это и случится. Я искренне соболезную тем, кто потерял. Я знаю, как это трудно начинать новую жизнь с чистого листа. Но вы справитесь, у вас все получится. Здесь идет новое место, новый дом, новая жизнь, новые, ну вот как возможности вокруг вас. У вас все будет. Вы потеряли там, например, там, однокомнатную квартиру, да? Ну, я утрированно говорю. В будущем у вас будет там 4-комнатная. Вы потеряли маленькую там машинку, да, машинка маленькая, старенькая была. Будет большая и новая. Понимаете, у вас вот так идет. Какими силами, какими усилиями, я не могу сказать. Но вижу, что это не будет так сложно. Вам будут помогать. И люди будут помогать, и высшие силы. И сами вы с головой и с золотыми руками. С большой любовью вы создадите свой новый мир. Свой новый прекрасный мир. Так что не думайте, не расстраивайтесь, не переживайте. Ваше будущее будет замечательным. Левая сторона. Здесь идет болезнь. Болезнь какая-то коварная болезнь. Знаете, как приходит и уходит, укусит, отступит. Это может быть ваше состояние, а может быть состояние кого-то из ваших близких. Нелегкий путь борьбы. Но вы с ней справитесь. Вы справитесь с этой болезнью, вы еще и других будете мотивировать и обучать, как справиться с такими сложными ситуациями. Вот вы найдете в себе какой-то стержень, какой-то ресурс, который поможет вам бросить вызов вот этой нехорошей болезни, вступить в схватку и победить.
Это вам предстоит. Я не буду говорить, что все пойдет легко, и я вижу, что будете вы и расстраиваться, и сдаваться, и у вас будут и взлеты, и падения, но вы справитесь. Вы справитесь. Песок показывает конечный результат. Человек под защитой. Человек выгребает весь этот мусор, да, со своего организма, то, что загрязняло, то, что отравляло, то, что было токсичным. Человек излечится. Это либо ваше состояние, если вы сейчас, ну, вы понимаете, да, болезнь такая, ну, я не хочу об этом говорить прям. Но кто понял, тот понял, да, она приходит и уходит. Ее очень сложно победить. Но вы справитесь. А что касается других людей, вот с этой болезнью очень похож алкоголизм. Либо наркомания, да, когда человек вроде как хочет избавиться, вроде избавляется, тут же малейший соблазн, и все, опять зюзю, где-нибудь там забыл себя. Не бойтесь, все излечимо. И у вас, именно у вас, кто зашел на эту отсыпочку, у вас получится с этим справиться. Здесь вообще история о том, что человек вот из лежачего горизонтального положения встает на ножки, причем очень крепко стоит на этих ножках. Вот это героическая победа. И она в вашем будущем. Здесь выходит тяжелая работа. Тяжелейшая работа. Очень худая лошадь. Лошадь, которая стала на дыбы. Вот она. На этой лошади сидит наездник. Наездник, который не жалеет свою лошадь. Он ее бьет, шпорами ее уколет. Ну, вы простите, я не хочу такие аналогии проводить, но я так понимаю, что кто-то сейчас просто, ну, как раб на галерах. Ваши начальники, либо ваши там руководители просто кровь пьют, да, вот прям бокалами из вас каждый день там цедят и пьют. Вы знаете, вот это время рабства, оно уйдет. И это не будет там каким-то вашим противостоянием, либо восстанием. За вас кто-то заступится. За вас заступится очень сильный, умный человек. И здесь даже такая, знаете, как перемена может произойти. Тот, кто был рабом, станет хозяином. А тот, кто был узурпатором, падет прямо в самую грязь. Это просто высшая справедливость, ну вот как на мой взгляд. Замечательно. Дальше, мои хорошие, разбитое сердце у меня выходит. Вот посмотрите, видите, сердце, и оно разбито. Вот кто-то смотрит меня с разбитым сердцем. Но в этом сердце еще есть любовь. Вы как бы и любите, и ненавидите. И постоянно вот этот скачок. Люблю, хочу, чтобы он вернулся, все прощу. Либо нет, никогда не прощу, чтобы глаза мои не видели. Вы знаете, вашу вот эту любовь, ее разрушил не ваш партнер, а разрушил третий человек. Человек без совести, без любви. Один лишь какой-то хитрый разум. Человек, который разрушил ваши отношения, который спланировал и реализовал эту ситуацию, сам вам в этом признается. У вас будет очень тяжелый разговор в будущем. Человек вам признается, зачем, от чего, как, все признается, все расскажет. Там совесть замучает, потому что человек разбил не только ваше сердце, но разбил сердце вашего партнера. Время потрачено, нервы потрачены. Это не вернуть. Но вот тот, кто делал гадость, кто разбивал, он вас опять соединит. Ваш вот этот любимый человек, любимый, нелюбимый, вернется в вашу жизнь. Тот, кто вас разбил, тот вас опять соединит. У вас еще будут отношения. Та злость, которая есть в сердце, тот негатив, та боль, она уйдет. Уйдет, как будто бы и не было. Потому что любовь сильнее, чем ненависть. Любовь сильнее, чем любая обида. Найдите в себе силы понять это.
и примите то, что вам по будущему, да, вот именно идет. Идет восстановление, примирение с человеком. Семья разрушена, чувства разрушены. Но это все можно воскресить. И по судьбе вам быть все равно вместе. Вы знаете, вы больше будете ценить друг друга и больше будете понимать. То, что вас разъединило, то вас и укрепит. И еще все будет, мои хорошие, обязательно будет. Дальше идем. Но здесь у меня птица такая красивая. Птица добрый вестник. Добрый вестник больше, чем дурной. У вас просто дурной вестник как будто бы на крыше вашего дома сидит. А добрый вестник по небу летит. Вы будете замечать, что за каждой, например, плохой новостью приходит более хорошая. Да? Вот плохая информация перекрывается хорошей информацией. И со временем плохих новостей будет становиться все меньше и меньше, а хороших все больше и больше. Знаете, такое ощущение, что вы выходите, да? Кто-то вышел, а кто-то выходит из какого-то круга сансары. Что-то вы в себе преодолели, переросли. Либо отыграется может такая ситуация, что человек научится регенерировать. Да? То есть вот как ящерица, там отбросила хвост, опа, новый вырос. Так и вы научитесь делать вот такую автозамену. Что-то плохое пришло, а вы в этом плохом найдете хорошее. Либо сможете так переиначить ситуацию, дурную ситуацию, чтобы получилась конфетка. Здесь сила и ума, и сердца идет. Вы научитесь управлять процессами, вы научитесь управлять своими эмоциями и станете тем, кем вы рождены. А рождены вы хозяином жизни, либо хозяйкой жизни. И это, пожалуй, самое главное событие в вашей жизни. Понимать ход событий, уметь принять и в случае необходимости подогнать ситуацию под себя. Вот здесь вам поможет ваш род, сила вашей крови, сила вашего духа. Ну и, конечно же, любовь высших сил к вам. Мои хорошие, на этом все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.